You got something I need. Девчонки, всем огромный привет! И сегодня в этом видео хотелось бы рассказать вам историю моих волос, что они пережили у меня за всю мою жизнь и как за 1,5 года я смогла их после наижучайшего окрашивания восстановить в нормальный божеский вид. Это мой натуральный цвет. Что я для этого сделала, и всем, кому интересно, оставайтесь со мной. И начать бы мне хотелось с того, что давным-давно, до того, как я начала окрашивать свои волосы, моих волос было раз так в 5 больше, чем то, что у меня имеется на сегодняшний день. Вот этот вот крысиный хвост — это последствия окрашивания, это последствия использования утюжка, это вот то, что осталось от моего издевательства над волосами. Что могу сказать, что началось это все в университетские годы, когда где-то так, начиная с 1-го курса и по 2-й, я чуть ли не ежемесячно красилась в рыжий цвет. И причем я могу сказать, что я красила не только корни, я красила всю длину, я получала от этого просто, не знаю, огромное удовольствие, меня колбасило каждый раз, когда красила волосы, для меня это просто было каким-то, я не знаю, самым лучшим моментом, когда я, грубо говоря, ухаживала за собой. Потом уже где-то начиная так с середины 2-го курса я резко сменила оттенок волос, и где-то лет 5 подряд после этого момента я красила волосы в черный цвет. То есть от черного оттенка, от окислителя, который там был, мои волосы просто превратились в откровенное мочало. Еще с ежедневным использованием утюжка волосам просто пришел конкретный трындец. И мне, в принципе, я не обращала на это внимания, мне казалось, что с волосами, в принципе, это все в порядке. Ну да, суховатый немножечко, но все-таки ничего страшного, ведь длинный, как же, все красиво, черный цвет, я такая живучая, красивая брюнетка, ну пофиг, что мочала вот тут вот, ну ничего страшного, сейчас пройду с утюжком, будет нормально. Вот. И красилась я тоже, да, ежемесячно. У меня была конкретная краска-зависимость, от которой я даже и не думала избавляться. Мне так нравилось это делать. Я вот каждый месяц сяду в ванной, вот это вот все накрашу там и посижу, потом смываю, смотрю, какой офигенный цвет, как все блестит. И через пару дней это все превращалось в пересушенное, в непонятно что. Вот. И вследствие чего я прекратила красить волосы, да, вот это вот мой абсолютно натуральный цвет волос, да, такой средний, ну, каштан, скажем так, он не особо темный, да, хотя вот, может быть, на камере он выглядит темным. Вот, я забеременела, и я, в принципе, могла краситься дальше. Мне мой врач сказала, что если использовать безаммиачные краски, то, в принципе, вреда для плода нет, и можешь краситься. Но я на тот момент, я для себя решила, что краситься я больше не буду, все, хватит. И где-то на 6-м месяце, уже когда вот это черное безобразие у меня отросло более-менее, и начал, так сказать, проявляться свой натуральный цвет, я очень сильно отрезала волосы. То есть они у меня на тот момент уже были где-то прикрывающими грудь, и я отрезала их чуть выше плеч, то есть всю черную вот эту всю мочалистую структуру, которая торчала в разные стороны, которая была жутко пересушена, перекрашена, я ее отрезала всю. Вот, и в принципе я была рада, потому что после этого у меня волосы нормально заросли, но все равно свою эту ужасную привычку, да, вытягивать волосы утюжком, они, в принципе, у меня и так прямые, но для меня это было просто каким-то таким приятным занятием. Я думала, что я их делаю такими гладкими, блестящими, у меня убирается вот этот пух, и я не обращала внимания, что волосы портятся, и
Очень часто я его использовала без термозащиты, соответственно, волосы даже с моим натуральным цветом, не окрашенным, они портились также, и в принципе, что красилось, что не красилось, все равно эффект был один. И уже после родов я сидела дома, мне так было скучно, я заходила на каналы всяких известных блогеров, смотрела их видео о волосах, и все-таки я задумалась, что нужно все-таки восстанавливать волосы, нужно приводить их в хороший божеский вид, и начала я, в принципе, как и все, использовать масла, соответственно, любые репейные, касторовые, масло авокадо, масло этих абрикосовых, косточек или абрикосовых, господи, уже не помню. Короче, разные всякие базовые, да, масла. Масло зародышей пшеницы, насколько помню. Масло, уже не помню, честно. И также использовала всякие эфирные, да, масла для аромарасчесывания. Это масло иланг-иланг, да, все знают. Масло кедра для корней волос, для массажа, там, для роста волос, соответственно, и эфирное масло, да, апельсина для уменьшения какой-то сухости и для придания какого-то более-менее блеска. Также я очень много, да, прочитала информации в интернете и смотрела видео у других девушек и поняла, что все-таки надо отказываться от сульфатных шампуней. Кто-то, да, говорит, что все это чушь собачья, что это все не работает, но на своих, да, волосах я увидела, что шампуни от Natura Siberica, от Organic Shop, от Планеты Органика, они моим волосам дали, скажем так, возможность переродиться и более-менее, да, нормально выглядеть, потому что я вижу, что волосы ожили, это на самом деле, то есть вот сухости этой уже нет. Также я использовала всякого рода маски. Можете, да, посмотреть мои предыдущие видео о покупках, о пустых баночках, там очень много продуктов для волос, и шампуней, и масок от Natura Siberica, от Планеты Органики, от Organic Shop. И я, в принципе, очень рада, что их использовала, потому что мои волосы за данные продукты, за данный уход, они меня отблагодарили длиной. Но на сегодняшний момент вы эту длину не увидите, потому что буквально 2 часа назад я на 5 сантиметров отстригла волосы, потому что за лето все равно у меня часть их выгорела на концах, и в принципе этот мертвый груз, да, носить на волосах уже было непотребно, некрасиво, и нужно было от этого избавляться. И сейчас я покажу вам те продукты, да, которые я использую на сегодняшний день. Их немного, учитывая, что я более-менее волосы, да, привела в нормальный, в достойный вид, мне так кажется. И, да, какого-то огромного, да, количества масел, шампуней, масок. Мне хотелось бы начать с того, с чего я начала. В плане ухода, это с масел. На сегодняшний день у меня есть пока одно единственное масло, которое у меня уже давно, и я все никак его не допользую, остались какие-то грамулечки. Это обычное репейное масло для волос, все его знают, все его свойства знают, отличное масло, отлично восстанавливает волосы, и в принципе этому маслу огромное спасибо, потому что оно для моих волос стало откровенным must-have, оно их вылечило и более-менее, да, придало им нормальный божеский вид. Огромное спасибо, и если с моими волосами в очередной раз что-то произойдет, пересушится, испортится, я обязательно вернусь к репейному маслу, это моя любовь. Также, что касается эфирных масел, на сегодняшний день у меня осталось лишь масло кедра, я его использую при массаже кожи до головы для роста волос, мне очень нравится, но я, конечно, на сегодняшний день я не могу, да, сказать, что у меня какие-то там спящие луковицы проснулись, но, по крайней мере, я чувствую, что волосы стали как-то более-менее, да, быстрее
расти, да, по крайней мере, то, что есть на сегодняшний день, да, растет быстро, но о каких-то новых, да, волосках, может быть, что-то и есть, может быть, я не обращаю внимания, но масло мне нравится, в принципе, неплохая вещь. Теперь, что касается, да, мытья головы, на сегодняшний день у меня пока что один шампунь. Это шампунь от Планеты Органика, шампунь Хамам для всех типов волос на основе органического масла эвкалипта, корицы и левантийского ореха. Шампунь мне нравится, он хоть и плохо пенится, да, как все бессульфатные шампуни, но отлично очищает волосы. У волос отличный аромат, да, корицы, ореха, очень приятно волосы пахнут, в принципе, отлично очищает волосы, не жирнит их, да, хорошо смывается. Шампунь мне нравится, в принципе, неплохая вещь для мытья головы. Также, что касается масок, да, как я говорила вроде бы в предыдущих видео, кто меня смотрит, я не использую, да, бальзамы для волос, я перешла на маски, на экспресс-маски для волос, и на сегодняшний день у меня вот такая вот маска от Планеты Органика, это изумрудная маска для сухих и поврежденных волос, все, в принципе, ее знают, я думаю, выглядит вот таким образом, у меня уже такая откровенно попользованная. Маска, да, хорошо работает на волосах, волосы, да, после, да, высыхания не путанные, хорошо расчесываются, волосы напитанные, живые, очень, да, хорошо себя ощущают. Маска мне нравится, значит, у нее в составе, так, органическое масло оливы, органическое масло лемонграсса, масло виноградной косточки, экстракт граната, масло миндаля. В принципе, да, состав неплохой, да, как видите, запах обалденный, на волосах он держится, в принципе, немало, очень хорошо держится. Маска нравится, в принципе, советую, обратите внимание. И, соответственно, у меня есть небольшой несмываемый уход, кто-то его хвалит, кто-то говорит, что он, да, хорош, но мне он нравится, и причем у него небольшой расход, это масло эликсир от Шелктис, все, в принципе, знают. Вот видите, у меня уже остались такие крохотные граммулечки, но я его использую где-то с мая месяца, и вот видите, вот расход такой, за свои деньги его хватает намного. На моих волосах оно работает нормально, с ним главное не переборщить, а то волосы зажирнятся, но при нанесении на мои волосы, на мою длину где-то вот такого, да, количества, волосы выглядят нормально, они не пушатся, они разглажены, приятный запах, вот, к волосам не липнет всякая грязь, волосы не выглядят грязными, волосы не выглядят неопрятными. В принципе, данный уход мне нравится, он у меня часто просто или на работе стоит, или в сумочке лежит, и я его или, да, перед укладкой, или в течение дня использую. Мне уход нравится, поэтому я, наверное, да, куплю еще неплохое средство, на мой взгляд. На этом, наверное, и все. Девчонки, всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения и больше позитива. Всем пока!